Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Чиркова. Это программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш. Владимир, приветствую. Мы в прямом эфире работаем. Вы можете в нем также принимать участие, присылать нам свои вопросы и сообщения в Телеграм и СМС-ками на номер +7 927 304 10 51. Пожалуйста, не забывайте подписывать свои сообщения и смотрите нас в Ютубе, в Фейсбуке. Мы там запустили прямые трансляции. Давай, пожалуйста, наверное, мы с тобой начнем с темы Архангельской ЦРБ, вот той самой темы, о которой мы уже неделю практически рассказываем нашим слушателям, и не только нашим. Как ты эту ситуацию видишь? Это по поводу медсестер, да. которые в морге. То ли в морге, то ли в хранилище для трупов, непонятно где. Но на самом деле, с какой стороны, как я ее вижу? То есть то, что... Со всех сторон. То, что эти медсестры испытали массу неприятных часов, находясь то ли в морге, то ли в соседнем помещении, но они бы не говорили об этом, если бы это было что-то такое нейтральное. Угу. То есть то, что этот факт случился, то, что они написали заявление в правоохранительные органы по защите своих прав и законных интересов, это факт. То, что главврач данной больницы дала комментарий для в основном государственных СМИ о том, что это вообще не совсем помещение морга, то есть там вот трупы не лежали, а это соседнее помещение лаборатории, по-моему, переоборудованное под временный изолятор. Ну, окей, да, с формальной точки зрения, это две разные комнаты. Но и что человек, который там постоянно работает, говорит, что там не пахнет трупами, да, от того, что это соседняя комната, и от того, что провести ночь даже в соседней комнате, это для здоровой психики тяжеловато. Вот. То, что я более чем уверен, что у нее там все подписи на всех согласовательных документах, как она сказала, в порядке. Но вопрос, вам шашечки или ехать? Вы хотите о людях заботиться, или вы хотите, чтобы у вас все бумажки были в порядке, и вам не предъявили по этому поводу за то, что что-то не так? Голову надо включать до того, как, а не в процессе. Поэтому у меня негативное отношение, потому что это, к сожалению, пример того, как... формалистский подход побеждает здравый смысл. Просто, знаешь, у некоторых наших собеседников, некоторых моих даже собеседников, конечно, не в эфире, а за эфиром, когда микрофоны выключаются, есть такое мнение, что вообще там все могло быть не совсем так, и вообще это даже может быть вовсе неправдой. Вот почему у людей возникает такое ощущение, что кому-то это просто может быть выгодно, чтобы очернить? Нет, если рассуждать все-таки с точки зрения формальной логики, то ведь главврач больницы подтвердила этот факт. Она не сказала, что это все вранье, и этого не было. Она сказала, да, мы их заперли, но это не совсем то помещение, это помещение рядом, и вообще в этом помещении не пахнет, и вообще у нас все документы в порядке. То есть это цитата из нее. Поэтому говорить о том, что этого не было, и это вообще все вранье, вся история придуманная от начала и до конца, нет, она была. Вопрос личного эмоционального отношения человека, который провел ночь, пускай в соседней комнате с помещением морга, это вопрос его личного ощущения. И если они восприняли это так, тяжело с эмоциональной точки зрения, то они имеют право об этом сказать. Кто-то может спокойно, не секрет, что работники моргов, кто этим профессионально, патологоанатомы, например, кто занимается, они могут спокойно к этому относиться, ни запахов не чувствовать, бутербродик съесть прямо там же в помещении. То есть это не воспринимается как что-то... Человек ко всему привыкает. Да, но это их Поэтому работа. У всех разное отношение к той или иной ситуации. То, что человека без выбора поставили в эту ситуацию, вот это минус. Мы же не говорим о том, что они лишние эмоции дали или что-то. Вопрос же в том, что их без выбора в эту ситуацию засунули. И они натерпелись каких-то негативных эмоций. И они же оспаривают это, а не то, что было, не было, еще что-то. Поэтому те, кто говорит, что этого не было, и что это придумано, и кто-то хочет кого-то очернить, ребят, не надо противоречить фактам.
Как ты думаешь, почему, когда была оперативка в понедельник в правительстве, ее, кстати, вел Андрей Назаров, не Ради Хабиров, не было никакой реакции на эту историю? Не в понедельник, во вторник. Во вторник, да. При том, что к тому моменту писали уже об этом очень много федеральных СМИ. Я об этом рассказывала в эфире московского разворота Максима Курникова с Ириной Баблоян. То есть, довольно такой уже большой резонанс пошел, а Забелин, который выступал на этой оперативке, он вообще ни слова про это не сказал, просто отчитался по цифрам и сказал, как здорово, что мы открыли этот новый замечательный госпиталь в Зубово. Потому что, собственно говоря, текст доклада, который там готовят господину Забелину, я так понимаю, готовят ему, во-первых, заранее. Во-вторых, вопрос не задали, он и не ответил, а самому поднимать, проявлять инициативу, говорит, а вот у нас тут был случай, и давайте я вам про него расскажу отдельно. Тоже это с точки зрения проведения оперативки. Почему не задал Андрей Геннадьевич этот вопрос? Но не знаю, может, он не успел там с ними посмотреть. Может быть, он не готовился вести это совещание, потому что не очень понятно, почему этот Ради Фаридович не смог проводить, и внезапно. То есть у меня, например, сложилось ощущение, что эта замена была в последний момент. Не могу утверждать. Ради Фаридович фотографировал красивые деревья и выкладывал их в Инстаграм. Это не в этот момент, это было до. А непосредственно в этот момент, потому что совещание было, во-первых, сдвинуто по времени относительно того, как планировалось раньше. Во-вторых, произошла замена модератора этого совещания. Ради Фаридович не смог его сам провести, потому что был в другом месте, но, возможно, Андрей Геннадьевич просто не планировал вести это совещание. Вообще сложно за людей додумывать, но... это очень странно было. Просто для меня, как для журналиста, например, это была очень странная реакция, точнее, ее отсутствие. Вот на самом деле на совещании правительства я эту реакцию еще могу понять, потому что, по большому счету, совещание, которое немножко про другое, то, что его транслируют в интернет, просто элемент открытости, но это все-таки совещание правительства о своих рабочих вопросах. Это не совсем рабочий вопрос, это именно для обсуждения всего круга участвующих. Так. А вот вопрос, почему это не было озвучено на брифинге, который был после этого, потому что брифинг — это не совещание Минздрава, это ответы на острые вопросы, на вопросы, которые поступают у людей. И там все, что угодно обсуждается, кроме И при этом мне всегда нравится позиция господина Забелина о том, что вопросов не поступило. По онлайн-связи, говорит, вопросов не поступило, на этом мы заканчиваем. Да, только небольшой есть нюанс, там в комментариях отключены в Ютубе. Не комментарии отключены, я не знаю, говорят, что существует какой-то, это вам, журналистам, виднее, что есть некий журналистский чат, который для контакта с этим, но я думаю, что журналисты задавали этот вопрос в этом чате, но, опять-таки, почему-то вот здесь гораздо больше вопросов, почему это не прозвучало на брифинге, хотя брифинг как раз предназначен для ответа на эти вопросы. Какая-то реакция от СПЧ на эту ситуацию будет? Что вы будете делать, если будете? Но в данном случае сами медсестры обратились в правоохранительные органы. Сейчас прокуратура будет проводить проверку по данному факту. Соответственно, подключаться сейчас СПЧ по этому вопросу, но какой смысл? То есть если прокуратура все факты установит и подтвердит эту ситуацию, тогда уже будет понятно, как дальше ситуация будет развиваться. Если вдруг выяснится, что все спускают на тормозах и тогда можно будет уже к этой истории подключаться нам для того, чтобы не дать эту историю как-то слить. То есть пока нет необходимости. Пока просто нет необходимости. Когда мы про такие истории говорим, не только, конечно, когда это выдающаяся и вопиющая ситуация, когда медсестер где-то запирают, вообще, когда мы говорим про отношение к медикам, отношение к учителям, про их копеечные зарплаты и прочее, у нас очень мало людей задают вопрос, а что еще должно произойти, чтобы эти самые медики, учителя, врачи, кто угодно, сотрудники бюджетной сферы, они перестали
не знаю, ходить на общественные слушания по требованию и произносить там речи, которые им заранее говорят, что нужно произнести, да, перестали ходить на выборы и ставить галочку в нужной клеточке. Ладно бы ходить на выборы. Перестали бюллетени считать за того, кого надо считать. Вот что еще должно произойти, чтобы в сознании у бюджетников, у этих самых медсестер и врачей и учителей что-то поменялось, они наконец-то поняли, что по сути вот вся эта ситуация, я сейчас, наверное, тоже скачусь в обвинение, сама виновата, но уж простите меня, это следствие того, что вы не можете вовремя сказать, знаете, ребят, нет, я этого делать не буду. Это же страх за свое будущее, за свое персональное. А сидеть сутки в морге не страх. Они относительно вот этих двух медсестер, у меня, по крайней мере, то, что они написали заявление, то, что они эту историю опубличили, это смелый шаг. Я могу сказать так, что у нас особенно за время карантина, у нас огромное количество обращений в СПЧ от работников, в том числе медицинской сферы, превалирующие обращения, потому что они работали, и их права так или иначе часто, как они считали, нарушились. Но практически, когда говорим, мы не можем анонимно, то есть нам для того, чтобы даже спросить с Минздрава за ситуацию, нам надо сказать, какая больница и в какой момент было нарушение. Говорит, нет, мы не готовы называться. А вдруг нас уволят, а вдруг нам еще что-то. Вот этот страх, то есть неготовность отстаивать свои права, страх за себя, за последствия для себя, что а вдруг меня уволят, а вдруг я лишусь заработка, а вдруг... тебя и так лишают, тебя лишают твоих прав, тебя лишают твоих денег. 200 рублей получил. Да, сколько, я не знаю, сколько еще это будет, что должно произойти, то есть какая ситуация. Даже в 90-е годы, когда у нас разваливался Союз, когда у нас там что-то менялось, когда вообще бюджетники не получали денег, кто выходил на митинги, еще шахтеры, еще бюджетники не выходили, то есть тогда ситуация была в разы хуже, тогда вообще был развал экономики, они по полгода, по году не получали денег вообще никаких. Но даже это тогда не сподвигло. Ты сказал, обращений много было. А на что жалуются? Да на что угодно. То есть очень много было обращений по поводу обеспечения СИЗами. Это в начале, особенно, когда в начале апреля мы этот вопрос подняли на совещании, на заседании Совета с участием главы. В середине апреля. То есть мы все-таки саккумулировали примеры, но тоже, опять-таки, люди попросили не озвучивать в ходе совещания, то есть подготовить, но чтобы во всеуслышание не звучало конкретный номер больницы. То есть обеспечение СИЗами, то, что все, в первую очередь, все бросились, это логично, что все бросились обеспечивать всем необходимым сами ковидные госпиталя, те больницы, которые превратили в ковидные госпиталя, а районные поликлиники, больницы, которые, человек приходит, он заболел, куда он идет? В больницу, он приходит в свою поликлинику, он чихает, сопли, температура высокая. Кто знает, что у него? То есть грипп, ОРВИ, коронавирус или еще что-то. Но случилось так, что можно было зайти в поликлинику, тебя никто не померит температуру на входе, тебе никто не попшикает санитайзером, нет какой-то отдельной, то есть он в общей очереди, в общей толпе. Вот это мы поднимали, это, сразу же на следующий день было заседание правительства, на котором уже Радик Фаридович сразу дал команды, мы сделали рабочую группу, которую Сидякин возглавил, и начали эти случаи выявлять. Потому что где-то это недоработка самих медиков. Потому что, например, им поставили защитные средства, то есть они на складе есть, а персоналу не раздали. Где-то у нас было несколько случаев, когда приходилось ругаться, реально ругаться. У нас выезжают люди и ругаются с главврачом поликлиники, который говорит, нафига это все надо, это все зачем вы требуете от нас маски, перчатки, это все бред. И даже такие случаи были. И коронавируса не существует. Вообще может, он существует, но где-то там. Билл Гейтс облучает нас свыше 5G. Но это же тиражируется. Это же не потому, что СМИ всем голову запудрили. Это реально люди верят, жгут эти вышки и тиражируют историю про то, что Билл Гейтс всех чипировать решил. Ой, боже мой, я тебе больше скажу. Даже в Уфе наши местные коллеги начали писать о том. Не писать, а репостить себе
про вот эти вышки 5G. Так, и что, получается, люди, которые, чьи права нарушаются, они приходят и говорят: ребят, мне там не дают средства защиты, и я работаю в чудовищных условиях, но только я вам ничего не говорил, и вы там как-нибудь сами вы разберитесь. там как-то порешайте, чтобы нам всем это сделали. Я говорю, ну, ты скажи, какая больница хотя бы? Не-не-не, вдруг узнают, у меня проблемы на работе будут. Угу. То есть вот, и это сплошь и рядом, это вот большинство так. И, к сожалению, я не помню, кто-то из коллег, вот, журналистов на эту тему писал, был в Фейсбуке там тоже гневный пост такой, что типа, ребята, вот вы мне все жалуетесь, когда же вы начнете подписываться-то под то, что как бы этот... Но это действительно так. То есть у нас пока люди не готовы защищать самих себя. То есть страх неких будущих последствий, которых, может, и не будет, там, всех не накажут. Но, по крайней мере, сказать вслух о том, что тебе плохо, что тебя как бы не обеспечивают, ты же рискуешь не только собой, ты рискуешь своей семьей, своими детьми, там, то, что тебе не дают, пациентами, но там близкими людьми. Mm-hmm. Если уж там до пациентов все равно, но хотя бы близкими. Нет, молчат, нет, как бы не готовы. Угу. Но вы там как-то позащищаете, вы там нас как-то как бы подстрахуйте, а мы не готовы. Ну, это интересная, конечно, история. Это не только у медиков. Это, разумеется. Как бы, да, это и у педагогов всегда. У нас были обращения от сотрудников правоохранительных органов. Это же вообще система просто чудовищная. И они как бы, мы говорим, окей, скажите, какое подразделение, какое, что нет. Они на что жаловались? Тоже СИЗО, там, масочки сами шили. Но либо покупать за свой счет, а негде купить. Потому что, был же период, в начале апреля был период, когда даже купить невозможно было. А они же тоже, патрулирование, обходы, то есть общение совсем с кем угодно, там, выезды в те же больницы, если кто-то бузит, там, охрана этих больниц. Кому-то обеспечивают, кому-то не успели довести, кому-то еще что-то. А это же не отменяет патрулирование там, или еще что-то. Начали обращаться. Тоже как бы официально скажете? Нет, официально не скажем. По данным министерства все чисто, гладко там все это. Но там отработали тоже этот момент. Министерство действительно как бы очень много делает. Но вот какие могут быть претензии к министру, например, внутренних дел, когда никто не жалуется? То есть он говорит, всех обеспечили? Да, всех обеспечили. Да, жалобы есть, жалобы нет. Отлично. А как там внизу никаких? Я помню, заявление Тахабирова было на одной из оперативок, что вот у нас тут были жалобы от полиции, но вот Деев сказал, что все в порядке и вообще... Ну, это на нашем как раз. Это мы когда на совете этот вопрос озвучили, он сказал, не знаю, мы вот с министром общаемся, там все нормально. Угу. Но мы тоже как бы там общались или еще что-то. Но это понятно, что на взгляд министерства это все нормально, потому что никто не жалуется. В Минздраве тоже все нормально. Вот, у нас недавно там Максим Васильевич озвучил о том, что там сколько там 46%, 45% там обращений это фейки. Но он же там же целиком цитата-то звучала так: они фейки, потому что нет контактных данных, либо данные не соответствуют реальности. То есть он не сказал, что они фейки по содержанию. Да. Он сказал, что они фейки, потому что анонимки. Да, электронная почта не соответствует электронной почте больницы. А то, что человек мог отправить из дома с личной почты, это, видимо, не рассматривалось. На самом деле там было, конечно, все прекрасно в этом заявлении, особенно тот факт, что не стали они останавливаться на этой ситуации, и Забелин не стал рассказывать о каких-то подробностях того, что они какие нарушения. Раньше было много обращений, сейчас, говорит, уже сейчас единицы. У нас всего 32, а что именно вы там выявили, какие нарушения были и как они исправлены, видимо, не стоит я могу сказать так, что тратить. Если как бы у него время драгоценное, и он его не тратит, мы давай потратим наше. Чуть-чуть эфирного времени потратим. То есть я могу сказать так, что мы выявляли даже там конкретный пример по конкретной больнице, то есть вот там 17-я детская больница есть, то есть мы выявили факт, что туда можно было зайти, просто там, условно говоря, в уличной обуви, прошкандыбать до кабинета, никто тебя не остановит, никто не спросит не то, что про маску, перчатки, про бахилы даже, и температуру не мерили, и они не были, там врачи сидели как бы без масок, там, не скажу, что все, но как бы
было. То есть вот конкретный пример как бы больницы. Это не единственное, это в очень многих вот именно больницах, которые не были ковидными, которые не были на повышенном там контроле всех прочих, люди продолжали работать как вот в обычном режиме, как будто ничего не происходит. Угу. И еще раз повторюсь, что это не всегда как бы потому, что их ничем не обеспечили. В некоторых там поликлиниках мы столкнулись с тем, что это позиция, вот осознанная позиция главврача. Но я думаю, что по этим людям будут приняты кадровые решения. Мы, там, соответственно, по результатам работы комиссии эти все вещи как бы там и в Минздрав, и в правительство поступили. Вот, но посмотрим. Я, насколько помню, у вас в июне планируется заседание вот очередное с Хабировым. Ну, пока да, планируется. Да. То есть правильно я поняла, да, что вот по итогам всех этих 1,5 месяцев изоляции вы соберете какие-то данные, какой-то пакет документов и будете это все обсуждать там? Или нет. Пока нет? Тут момент какой. У нас получилось так, что у нас было заседание 22 апреля, по-моему, 22-го, да, с участием Ради Фаридовича. И оно практически целиком было посвящено теме вот, коронавирусной. То есть текущие рабочие вопросы были отложены, и мы как раз по обращениям к нам, по текущей ситуации, по мерам поддержки, которые мы там предлагаем. Все остальное отложили, обсуждали это. Мы и так больше 2 часов это все обсуждали, не уложились, как всегда. Мы сейчас прервемся на новости. Я напомню, что у нас в гостях Владимир Барабаш. Оставайтесь с нами. После перерыва продолжим эфир. Часов 30 минут московское время. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Ирина Меркулова в студии. Россельхознадзор отрицает, что руководство службы вымогало взятку у польской компании «Млековита» и подает иск в арбитражный суд за распространение, цитирую, заведомо ложных сведений и нанесение репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органа государственной власти, сообщает Интерфакс. В ведомстве уточнили, что иск подается в отношении граждан Сергеева и Ясеневского, которые заявили о вымогательстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя польской компании о вымогательстве $500 тысяч за допуск продукции Млековиты на российский рынок. По некоторым данным, переговоры состоялись еще в ноябре прошлого года в одном из ресторанов на Пресненской набережной. Сегодня же польская компания Млековита отрицала, что чиновники Россельхознадзора вымогали взятку за снятие ограничений на поставки продукции в Россию. Ничего подобного не было, заявила ТАСС пресс-секретарь компании Адриана Сапинская. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста и муниципального депутата Илью Азарова. Во вторник его задержали в центре Москвы за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Адвокат Михаил Бирюков сказал Интерфаксу, что решение будет обжаловано. Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам рассаживать зрителей на расстоянии 1 метра друг от друга. Посетителям рекомендовано носить маски и не опаздывать на сеанс, чтобы избежать очередей. В рекомендациях нет пункта о закрытии кинобаров, но покупать попкорн и другую продукцию придется через вендинговые автоматы. Решение о возобновлении работы кинотеатров должны принимать региональные власти. В театрах, которые должны открыться в сентябре, рекомендовано продавать билеты так, чтобы зрители сидели в шахматном порядке. Многие детские лагеря могут не открыться этим летом из-за неопределенности с рекомендациями Роспотребнадзора, а также из-за отсутствия государственной поддержки, предупреждает Российский союз туриндустрии. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что детские лагеря смогут открыться только на 3-м этапе снятия ограничений. Министерство просвещения рекомендует субъектам открыть летние смены с 1 июля, однако эти сроки могут сдвинуться, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. Главный музей Мадрида, приостановившие работу из-за пандемии коронавируса, открываются для посетителей с 6 июня, сообщает Министерство культуры Испании.
При этом на территории культурных учреждений в обязательном порядке придется носить маски. Сотрудники будут контролировать число посетителей. Чтобы попасть в Прадо, билеты нужно будет покупать только через интернет. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение. Завтра ожидаются грозы с градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, завтра днем до плюс 19. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Внимание! Во всех аптеках Фармленд в наличии маски, перчатки, антисептики. Подробности на сайте farmland.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Отвечает Александр Друзь. Не дайте хорошему кризису пропасть даром. Успеть купить недвижимость по старым ценам еще можно. Только покупать надо с умом, у надежной компании и на финише строительства. Такой объект в Уфе – жилой комплекс «Умный дом», который возводят мои давние друзья. Строительная компания «Стройфедерация». Покупай с умом. 280-10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Доходность не гарантирована. Репутацию нельзя купить, но ее можно заработать. Как и деньги на фондовой бирже. Инвестиционная компания «Финам». Честный заработок на бирже. Мы заинтересованы в доходности каждого клиента, ведь от этого зависит наша репутация. «Финам». Телефон в Уфе 216 11 22. 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Сеть. Вапш. Рыболовная сеть. Вапташ. Рыболовная сеть. Вапташ. В Башкирии вооруженный мужчина не позволил незнакомцам вытащить из озера рыболовную сеть. Пошкартела штесар куралан, вооруженный пюрьен, паладами енглаклан, ергач вапташам лукташ пуэн огл. В Башкирии вооруженный мужчина не позволил незнакомцам вытащить из озера рыболовную сеть. Пошкартела штесар куралан, вооруженный пюрьен, паладами енглаклан, ергач вапташам лукташ пуэн огл. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Елена Черкова у микрофона. И «Персонально ваш» сегодня председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш. Я еще раз напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 927 304 10 51. Писать можно еще и в Телеграм. Мы обсудили с тобой всю вот эту историю с коронавирусом. Давай, наверное, немножечко отвлечемся от этого. Вот что хотелось с тобой еще обсудить. Месяц назад у нас, практически вот ровно месяц назад, в эфире разгорелись такие нешуточные страсти по поводу поправок, которые СПЧ предлагали в закон о митингах. Эльвира Айткулова у нас была. Она сказала, что там задача была не совершенствовать закон, а привести к нормам конституционного, к решению Конституционного суда. Это сделано, все остальное, в общем-то, не обязательно. Ты писал большой пост. Не совсем так она сказала. Она сказала, что задача была привести. Вот сделали. Мы сделали, какие претензии. Вот. Ты писал довольно большой пост в Фейсбуке, тоже как-то прям раскладывал по составляющим все это ее выступление. Вот месяц прошел. Тогда вообще поводом для всего этого стала реакция Курултая на предложенные поправки, которые, по сути, не были как-то приняты во внимание. Не полностью. Поменялось ли что-нибудь за этот месяц? Нет. Ничего не поменялось. Более того, для меня было там, в какой-то степени... Я не сильно удивился, но все равно как бы хотелось верить немножко как бы в лучшее. Но реакция со стороны Курултая отсутствует вот от слова совсем. То есть вот ни на мой пост, ни на мою просьбу там представить, там же были озвучены определенные как бы вещи, там, что, там чуть ли не готовность скриншоты представить, еще что-то. Я попросил это сделать, чтобы как бы, объективно картинку рассмотреть, что действительно, может, там есть какие-то скриншоты, может, что-то там... Но как-то вот это все...
растворилась в майских праздниках, в карантине. Не знаю, какие причины. Мы отступать не намерены, поэтому мы будем продолжать за эти поправки бороться. То есть никаких встреч, обсуждений, если ничего? бы задача стояла привести законодательство республики к решению Конституционного суда, для этого не надо собирать рабочую группу. Для этого вообще ничего не надо делать, потому что решение Конституционного суда обязательно к исполнению и так. Это можно было в рабочем порядке спокойно поправить. Речь шла по итогам того заседания с главой, после которого вообще родилась эта идея по этой рабочей группе. Речь шла о вообще корректировках, то есть во множественном числе в в законодательство о массовых мероприятиях. Акций, да. Потому что там вопросов-то много, и вопрос там близости к близости проведения к соцобъектам, соцобъектам и объектам власти, всего, да. Это не самая критичная история. То есть у нас, всем памятна эта история в Нефтекамске, где там уже более 50 раз отказали по причине того, одним и тем же заявителям, по поводу того, что один и тот же другой заявитель всегда успевает чуть раньше занять эту площадку. Но вот эти вещи надо искоренять для того, чтобы там была прозрачность. Потому что на самом деле я знаю примеры, когда действительно есть когда есть история реальная, когда действительно там кто-то подал, кто-то не подал, кто-то раньше подал, кто-то позже подал. На самом деле, действительно раньше. Но возникает уже недоверие, потому что никто не знает, это подставная история или просто так совпало. То есть бывают совпадения, не вопрос, дни бывают но тем не менее. Поэтому вот эти вещи надо решать в первую очередь. Вы уже сформировали повестку вот этого предстоящего заседания? Сейчас в процессе. Время-то есть еще. Давай тогда, мы с тобой очень давно не разговаривали по поводу города. Все-таки я напомню нашим слушателям, что ты не только председатель СПЧ, ты еще директор Фонда развития городских проектов. Хочется про это поговорить. Вот у нас такое ощущение, знаешь, у меня возникло, что после того, как прошла вся вот эта шумиха зимняя с дельфинарием, не дельфинарием, центром реабилитации, не реабилитации, что-то пошло очень тихо, и нет больше вообще никакого обсуждения, ничего. Такое ощущение, что город просто перестал какие-то проекты предлагать, что-то делать, что-то придумывать. У меня это ложное ощущение? Или просто сейчас это все делается... не на виду, что ли, у людей? Да нет, на самом деле, здесь надо понимать, что все эти наши самоизоляции и коронавирусы, они сместили просто фокус восприятия, фокус зрителей. И здесь я не вижу какого-то злого умысла в том, что все а вот теперь мы будем все делать тихо. То есть нет, это же все публикуется, насколько я знаю, та же главархитектура. Главархитектура сделала, например, за это время, например, за время праздников в соцсетях странички, наконец-то. Ух ты! И даже что-то там публикуется, какая-то информация. Поэтому фокус сместился именно человеческого внимания. То есть все-таки всем нужны были новости, сколько заразилось, где болеют, какие больницы закрыты, когда разрешат прогулки или бег. И как-то стало не до каких-то глобальных вещей, про парки, про благоустройство. Но с одной стороны, это очень удобная ситуация для тех, кому нужно пропихнуть какие-то не очень хорошие, не очень приятные решения, потому что человеческое внимание сейчас полностью сосредоточено на том, как бы не заболеть и кто уже заболел. Нет, с одной стороны, действительно так, с другой стороны, любое решение, оно так или иначе публикуется. Хотя бы на сайте администрации, либо в каких-то этих. Слушай, давай будем честны, туда мало кто ходит. Я сейчас, туда ходят журналисты. И вот здесь, на самом деле, вот эта коронавирусная история, она сделала очень большой
То есть все говорят про медиков, которые там борются с коронавирусом, и там, ну, это очень важная работа, это там, ну, люди-герои, как бы там... Мы это не оспариваем. Да, мы это не оспариваем. Но на самом деле, как бы, работа журналистов в этот период, она ведь тоже очень, ну, в разы повысилось требования к этой работе. Потому что здесь как бы, ну, недопустима желтизна вот в этих вопросах там, безопасности. Этот вопрос, где там заражение пошло, где там вспышка, не вспышка, люди заболели, не заболели. Информировать людей, которые не могут выйти, для которых мир сузился до размера квартиры, и всю информацию, если они раньше могли своими глазами увидеть что-то там, одно, второе, третье, с кем-то пообщаться, где-то, мир сузился до экрана компьютера, радиоприемника и телевизора. Телефона. Да, ну там мессенджеры, да, все. И насколько важно, то есть мы отвыкли жить в информационном вакууме, мы отвыкли жить в ситуации, когда мы не общаемся там с огромным количеством людей, не перемещаемся, то есть мы привыкли вот к этой свободе. И здесь вот роль журналистов, когда факт-чекинг, когда вытаскиваются какие-то там вот как раз те самые, кто-то пытается скрыть какое-то решение и там тихонечко его где-то публиковать, и журналисты это вытаскивают и опубличивают, вот эта роль выросла в разы, потому что фактически там глазами, руками, ушами людей, находящихся на самоизоляции, стали журналисты. И это тоже очень большой как бы шаг. И вот здесь, ну, я надеюсь, что вот какие-то там враг не пройдет и какие-то там решения не будут приняты кулуарно и втихаря, благодаря во многом как бы работе журналистского сообщества, которое не даст это сделать, которое мониторит эти сложные сайты, мониторит эти какие-то там публикации в не самых читаемых местах, но все-таки это будет вытаскиваться, и ну, мы там со своей стороны тоже вот пытаемся это хорошо, делать. что ты к этому подвел, потому что как раз, ты знаешь, вопрос такой на стыке журналистики и городского развития. История, которую очень хорошо сейчас, очень сильно и очень часто подсвечивает канал ЮТВ и один из журналистов, Глеб Безбородов, это история вокруг усадьбы Гурулева. Это совершенно какая-то невероятная для меня история. Может быть, ты можешь мне объяснить, поскольку ты этим давно занимаешься, как такое возможно? Вот у нас есть объект культурного наследия, который является охраняемым объектом, входит в реестр, и тут внезапно какой-то непонятный эксперт приходит и говорит: вообще, он никакой не культурный, он не несет никакой ценности. Я слышал эту историю по поводу, там как раз Глеб да, был в эфире здесь, он рассказывал вот в этой студии, он здесь рассказывал, что он дозвонился до этого эксперта, и какой шикарный вывод. Но я бы, говорит, со своим сыном... Сыну было бы неинтересно. Да, было бы неинтересно. Шикарный довод. Как такое возможно? То есть мы говорим о том, что у нас нужно развивать Уфу, нам нужно что-то тут делать новое, предлагать какие-то новые форматы городского пространства. И вот это происходит. Что это? Ну, что это? Я, к сожалению, в эфире не могу сказать такие слова. Что это? Ну, на самом деле, это безалаберность, да, наверное, какая-то. Здесь нельзя обвинять, то есть когда говорят, что вот застройщик коммерческий, ради коммерческой наживы, там, его обвиняют в том, что там что-то случилось с объектом культурного наследия, здесь хотя бы есть некая как бы там финансовая составляющая вопроса, что его обвиняют в том, что он пытается нажиться как бы на историю, вытащить как можно больше квадратных метров, там еще что-то сделать с этими там домиками, как минимум уменьшить охранную зону от них, да, чтобы можно было больше строить. Здесь вообще речи не идет о коммерции. Здесь речь идет о том, что у нас, кстати, это уже вторая история с судом. Да. У нас был Верховный суд, у которого Полежаевский пансион оказался как бы не к месту и загораживает въезд. У нас теперь повторяется история с арбитражным судом. То есть, в принципе, структуры, которые должны там, в высшей степени как бы отвечают за соблюдение законности, вот рядом с ними происходят такие как бы истории. Я не думаю, что это как бы там у нас там председатель суда сидит и думает: давайте там домик снесем. Это уровень исполнителей, которые в своем угодничестве для того, чтобы сделать как бы начальству хорошо, прогнуться и там показать, какие они молодцы, начинают изобретать какие-то вот такие вот левые схемы по там, давайте избавимся от этого домика.
Мы же там можем еще 10 лишних парковочных мест сделать. Гелендваген не влезет, а то. Да там не будет Гелендвагенов, потому что это так, знаешь, вот, собирательный образ, да. Это-то и обидно. То есть можно было, если бы это еще было ради блага всего города, там, пожертвовать чем-то, можно было хоть о чем-то как-то вообще диалог вести. Хотя это тоже неправильно, как бы, там сложно придумать общественное благо, ради которого надо жертвовать историей. Но когда это ради какого-то ведомственного интереса, то, что к городу вообще отношения не имеет, жертвовать частью города, частью истории города, это как бы перебор, явный перебор. И пока у нас в городе не будет там какой-то четкой, понятной стратегии, пока у нас вообще как бы там в правилах землепользования застройки, вообще в стратегии развития города не будет четко дана оценка тому, какое место занимает объект культурного наследия и как история там перекликается с сегодняшним и завтрашним днем, оно так и будет. То есть вот будут попытки что-то где-то уронить, как вот там ветром у нас сдуло объект культурного наследия на Коммунистической, или там дом Тихонина. Это вот городу надо больше уделять этому внимания. Это даже не республиканский вопрос, это чисто как бы муниципальный. Абсолютно. И здесь, мы со своей стороны, там Эльза Маулимшина огромную работу делает там, для того, чтобы вообще этот вопрос поднять именно на уровень руководства города, чтобы не просто это собрались, поговорили, обсудили и разошлись, а чтобы это все-таки обрело четкие контуры законодательные, чтобы это было принято на уровне регламентирующих документов, и чтобы попытки каких-то экспертов вот там оценивать с точки зрения «сыну бы не понравилось», вот чтобы это обрубить на корню. А есть какая-то реакция с той стороны? То есть какой? Со стороны администрации города, со стороны руководства, которое, может быть, очень туго идет диалог. Управление Главное управление архитектуры неполномочно вообще этим заниматься. Это не в их компетенции лежит. У нас, к сожалению, очень сильно это пережитки там советского системы городского развития. У нас практически всем текущим развитием города занимается не архитектор. То есть его задача там градостроительные планы земельных участков рисовать, его задача там проекты планировки и межевания согласовывать, но ни к вывескам, то есть к внешнему виду города, ни к фасадным решениям, ни к сохранению объектов культурного наследия. На это полномочия глав архитектуры не распространяются. У нас большинство благоустройствами, озеленением и прочим, это коммунальщики занимаются. Там бордюрчики, лампочки, там шарики, фонарики, это все тоже как бы туда. Я не говорю, что коммунальщики как бы там какие-то там, люди, которым нельзя доверять этим заниматься. Но вопрос в том, что когда нет единой возможности именно архитектурных требований, дальше начинается канитель, кому как в голову взбрело, кто считает, что там каслинское литье это прям классное решение, начинает везде эту чугунину как бы лепить. Потом другой говорит, нет, мы там будем делать из современного квадратного профиля серебристые заборчики легкие. Как бы. Начинает другое историю. Сегодня у нас диодные фонарики, завтра у нас фонари под старинные эти. И кто что говорит, потому что правил нет. Потому что нет хозяина. То есть я не про то, что мэр не рулит этими вопросами. Он и не должен этим заниматься, но у него гораздо больше текущих задач. Его задача обеспечивать жизнедеятельность города. Но для этого должность главного архитектора и создана. Отдайте вы полномочия главному архитектору, чтобы один человек отвечал за все. А то получается, как с пуговицами у пиджака в Райкин. К пуговицам претензии есть? Нет. Еще один вопрос тоже, который непосредственно касается городского развития и проектов этого городского развития. Самый громкий, наверное, за последние много лет проект Восточного выезда. И снова какая-то феерическая с ним история. То они его бедные никак не могут начать строить, то начали. И вот теперь еще одна история. Тендер на исследование территории выиграла какая-то непонятная компания из Уфы. Причем она обыграла по своим очкам, по своей компетенции археологов Российской академии наук. Вот
для меня это просто... Институт археологии. Институт археологии. То есть, что они вообще понимают, конечно. Для меня это просто очередной какой-то попил бабла. Уж извините за такую вот грубость. Я думаю, что как бы оценку здесь вот распил это или не распил должны дать правоохранительные органы. Но я думаю, что вот эту историю там вчера как бы уже публиковали в телеграм-каналах, и там СМИ официально конечно, публиковали. Да. Я думаю, что вот сейчас как бы наш эфир тоже можно считать официальным обращением там в правоохранительные органы. Ну, там с моей стороны, если надо, как бы я готов это заявление написать. Но это как бы, вообще ни в какие рамки не укладывается. Но 2 участника в аукционе, один из которых Институт археологии Российской академии наук, который занимается археологией, который дает цену ниже, чем это ООО Уфимская, который на этом собаку съел, то есть это его профессиональная обязанность. И ООшка, в которой по состоянию на 1 февраля, там, по данным открытых источников, я там вчера читал, да, 1 человек в штате, один учредитель, он же директор, она же, да, там, у которой суд с СРО за то, что она не заплатила годовой взнос за СРО, там, просто на понимание, 65 тысяч, по-моему, рублей 65 тысяч, получает максимальные 40 баллов за компетенцию, в то время как Институт археологии получает 18 баллов за компетенцию. Я не знаю, что у них есть в штате, какие специалисты они там на контракт наняли по договорам ГПХ или еще что, чтобы перебить так. Либо у них на субподряде там договор с таким же институтом, или, как? Или, может, они там себе оставили 400 тысяч, как раз вот разница, насколько они дороже, там, чем Москва, а наняли за эти деньги институт археологии. Многоходовочка. Да, но все равно как бы... очень много вопросов вообще к самой этой системе вот, контрактования. У нас постоянно какие-то скандалы, постоянно какие-то истории. Ее надо реформировать. К сожалению, мне кажется, нам в стране нет там, кого-то, кто мог бы сказать, как это отреформировать. То есть понятно, что реформа назрела, непонятно пока, как сделать так, чтобы избежать вот таких вот историй. Но то, что здесь надо конкретно подключаться там с силовикам, тормозить всю эту историю и разбираться, как так получилось, это однозначно. Это вот, просто к гадалке не ходи. Я думаю, что последняя тема на сегодня, которую мы успеем, наверное, очень быстро, это история с иском от мэрии к компании Андрея Носкова ПСК-6 по поводу расселения аварийного жилья в квартале, который сейчас ПСК-6 развивает. Можно ли сказать, что эта история похожа на историю Филиппова и Гореева? Или это все-таки разные вещи? Нет, это разные вещи. В данном случае, насколько я как бы понял, здесь история была о том, что они этот квартал купили у предыдущей как бы компании, там, и в договоре, который они, как бы, в который они вошли, были определенные обязательства. Эти обязательства были закреплены судебным решением, то есть судом установлен график платежей, и они этот график нарушили. Соответственно, я могу сейчас что-то путать, но как бы из этой серии, то есть они не так давно как бы вошли в этот договор, и вот эта история с платежами, это их там наследство. И, насколько я опять-таки читал там СМИ, там Андрей Викторович сказал уже, что они начали рассчитываться, как бы вопрос снимется. То есть здесь именно, я так понимаю, просто какая-то переходная история случилась. Нам тут от нашего слушателя Ильшата приходит дополнение вот как раз к вопросу про то, как оценивали Институт археологии РАН и вот эту уфимскую ООшку. Институт предоставил 11 грамот, а уфимская ООшка 25. По грамотам? Вот так вот у нас оцениваются исполнители контрактов на обследование территории возле Восточного выезда. Ну что, будем заканчивать нашу программу. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш. Меня зовут Елена Чуркова. Хорошего вам дня и пока. Всего доброго. Никакого